Земля, опаленная ветрами земля, утомленная снегами земля, никогда слезам и клятвам не верила. Лишь тот, кто путей от жизни легких не ждет и растопит сердцем пламенным лед, покорит богов сурового севера. Сегодня день пятый нашего пути, пятый день. Вот, и мы пошли в новое ущелье в Полярном Урале. Монское ущелье, видно, да? Вот это, ага, пойдем. Посмотрим, как оно там устроено, красоты посмотрим. Сегодня... Ох, выгоды кого-то там лает уже. Сегодня солнца нету, облачность. И не так жарко, как было в тот раз. Но это и хорошо, потому что и мошка, и комары, они пассивные, а воздуха вообще нету. Так что небольшой ветерок. Чуть-чуть прохладненько идти. Ну, то есть хорошо идти, не жарко. Ну, пятый день пути. Пойдем туда, посмотрим, как дела у нас обстоят. Вот такие курумники. Длинненькие. Вот не скалы. Кто-то в горах написал. Может даже лицей написано. Хотя может что-нибудь еще год написано. Стены каменные какие. Ручей протекает здесь. Здравствуйте. Я вам хочу рассказать про Игоря Новикова, канал которого вы смотрите постоянно, фильмы которого вам нравятся, я думаю, ну и многим тоже нравятся. Хочу про него рассказать несколько слов, несколько фраз, чтобы вы знали, что это за человек, насколько это необычный человек. Игорь Новиков ходит в горы, в туристские походы, наверное, лет с 17, с конца 70-х годов, уже порядка 40 лет. Много лет он ходил в зимние походы, то есть занимался зимним горным туризмом, обошел весь Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, был на Кавказе. Здесь через сколько-то лет своей вот туристической деятельности он стал инструктором горнолыжного туризма, не горнолыжного, а зимнего туризма, горного туризма. Водил группы в походы, причем в очень серьезные походы самых высших категорий. Здесь на Полярном Урале до Щучьего озера и севернее, на Кару, на Ходоту. Ну и здесь вот вокруг, вот здесь вот за спиной там у нас массив Раис. Там, конечно, тоже везде объездили. Он и с группами, и в одиночные походы зимние он ходил много-много раз. Были очень экстремальные походы у него, когда он брал минимум продуктов, шел без палатки, один, неделями ходил в горах. Это, конечно, уникальный человек. Одно время он работал в горно-спасательной службе. Вот. Тоже помогал людям, выручал их из беды. А сейчас, видите, он хочет передать свой опыт через видео, через свои собственные походы, так, чтобы это сохранилось.
видите большое количество у него всевозможных поделок. Палатки, сшитые им лично, печки, какие-то приспособления очень хитрые, которых практически не найдешь у других людей, которые занимаются туризмом. Все-таки почти 40-летний опыт дает о себе знать. Всевозможные спальники шьют, всевозможные примочки для переноски аппаратуры. Даже вот эта вот аппаратура, на которой он снимает, он носит тоже в особых таких мешочках, которые он сделал сам. Она стоит на особой подставке сейчас, тоже выпиленной вот из фанерки, для того, чтобы было удобно все работать и все было безопасно. Много всяких историй с Игорем Новиком связано и здесь, и в других местах. Это такая полулегендарная личность, про которого знают многие туристы. Правда, из туризма он очень давно уже ушел, занимается сейчас совсем другими вещами, занимается своим внутренним миром, который у него очень богат, как вы знаете. Всевозможные истории про него рассказываю. Если будет время когда-нибудь и возможность, я обязательно их расскажу. А еще лучше, если он сам их расскажет, но расскажет именно так, как он умеет. Рассказывать он умеет, когда есть что сказать, обязательно можно все рассказать очень интересно. Вот. Так что Игорь, я очень горд, что я знаю его, давно очень знаю. Тоже мы были здесь в разных местах, в разных походах, на Харбее, там, на Ходоте, на Раис мы залезали, на Пауркеву, там, на другие какие-то, на Приполярном Урале были много раз. Вот, и всегда я чувствовал его надежное плечо. Я знал, что он всегда поможет, всегда поддержит в трудные моменты. Его опыт, спокойствие, его внутренняя сила, они помогали многим. Я надеюсь, они помогут вам. Спасибо. В музыкальном сопровождении, да, будешь? Какой у нас 7-й, да, день? Ну вот у нас последний день походный, 7-й. Ночи все теплые, палатки классно. Хорошая палаточка вот у нас такая, чумообразная. В ней тепло держится. Не долетает ни вода, ни мухи. Мы все здесь живем и спим по ночам. Сегодня, может, пойдем сходим по дороге за мост. Посмотрим. Сейчас чай попьем, отдохнем, соберемся и пойдем. Вот у нас палаточка какая.
Вот это еда. Вот это настоящая еда. Так. Колбаса поджаренная, сало поджарено. Ай! На костре. На дровах. Все. Ой, какая вкуснятина. И это только на Полярном Урале можно сало жарить на костре и наслаждаться. Ну не только на Полярном Урале, просто сало. Сейчас мы его сделаем вдвойне положим. Сало у нас последний день сегодня похода. Сала у нас много осталось, и мы сейчас его всего дожарим. Шкварчит сало. Сало шкварчит. Это уже чай кипит. Все как положено. Сало поджарили. Теперь есть будет. А, горячее. Такое горячее. Не откусить. Она руками все-таки. Горячо. Горячо и вкусно. Сало жарено с дымком. Мечта. О, как вкусно и горячо. Ну вот. Сейчас еще колбасу пожарим, еще сало пожарим. Последний день мы можем наесться, себе позволить все что угодно. Просто мы устали сегодня. Ходили мы вдоль речки по дороге. Жара, солнце жгет, прямо невыносимо. Излучение большое солнечное. Мы туда через мост перешли, обратно перешли, ну там прошли по дороге. И сейчас здесь на нашем базовом лагере находимся, в тени, отдыхаем. Просто отдыхаем. Боля, вот булечка, вот булечка. Видно ее, да? Она хочет сало с колбасой съесть, но мы ей не дадим. Сами сидим. Потому что мы ей уже дали. Ну вот. Сейчас 12 ночи. И вот это у нас белые ночи. Вот так выглядят белые ночи на Полярном Урале. Представляете? Мы уже спим. Ну почти спим. Там болтаем в палатке. Я просто вышел снять. Что так светло у нас. Горы видно. Деревья видно. Вот такие белые ночи у нас на Полярном Урале. Удивительно. Как день. Вот. Костер давно уже не горит, потому что мы уже давно в палатке находимся. Как красиво. Солнце село, уже скоро солнце будет всходить. Уже светло за горизонтом. У нас белые ночи.